В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Национальный проект здравоохранения, на реализацию которого выделяется почти 1,5 триллиона рублей, предполагает создание и обновление ряда медицинских учреждений по всей стране. Многие ведущие клиники и медицинские центры страны оборудовали свои медучреждения с помощью голландской компании Philips. Эта компания более 100 лет занимается созданием продуктов для здорового образа жизни и здравоохранения, ежегодно инвестируя в научно-исследовательскую работу 9% от продаж. Компания занимает лидирующие позиции на рынках диагностики и лечения, интегрированной помощи и медицинской информатики. У нас в студии Александр Акуратов, директор по продажам Philips в секторе здравоохранения России, и мы поговорим про перспективы реализации национального проекта здоровья в Республике Саха-Якутия. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот почему, по вашему мнению, национальный проект здравоохранения важен для страны? Но вы знаете, национальный проект здравоохранения – это такой нужный своевременный шаг. В числе его задач стоит совершенствование оказания медицинской помощи в России. Самый, наверное, важный аспект – это более ранняя выявляемость и более качественное оказание медицинской услуги по сравнению с тем, что есть сейчас на территории. И компания Philips сейчас активно включается в эту работу, инвестируя достаточно большие средства, предлагая какие-то новые инновационные решения и ищет, наверное, какие-то оптимальные подходы для каждого региона, потому что каждый регион в России специфичен, у каждого свои проблемы, есть свои специфики заболевания. То есть индивидуальный подход. Индивидуальный подход, мне кажется, это наиболее рациональный, наиболее оптимальный режим для нашей страны, которая простирается от Калининграда до Дальнего Востока. Вот компания Philips известна по всему миру и у нас в стране своими передовыми разработками в сфере здоровья. Вот какие решения Philips могут помочь в достижении целей, обозначенных в этом национальном проекте здравоохранения? Ну, история компании насчитывает уже порядка 125 лет, и 100 лет мы уже представлены в секторе здравоохранения. А вообще Россия для компании Philips это очень значимый рынок, да, потому что первый интернациональный офис компании открыла именно в России. И для работы с пациентами мы разработали так называемый континуум здоровья. Для нас важный момент, начиная здорового образа жизни и кончая уже непосредственно реабилитацией. То есть все этапы, которые могут возникнуть на вот этом клиническом пути, да, то есть это здоровое питание, это ранняя диагностика, это непосредственно лечение и реабилитация. Philips заинтересован на каждом этапе предложить какой-то интересный вариант. Наверное, одних из самых таких важных целевых показателей, которые сейчас важны для медицины, это именно снижение смертности, причем как от онкологических, так и кардиососудистых заболеваний. И медицинское оборудование компании Philips разрабатывается и дает идеологию, в принципе, для каждого сектора со своей узкой специализацией. То есть мы разработали такие вещи, как спектральный компьютерный томограф. У нас разработаны новейшие системы для кардиоваскулярных вмешательств. Используем системы для цифровой патоморфологии и ультразвуковой диагностики. По, наверное, последним таким самым важным, по мнению компании, это, конечно, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И, например, наши системы позволяют снижать риск смерти до 54%. А вероятность общих кардиологических осложнений на 41%. Плюс есть решение для такой региональной истории, как развитие программы ФАПов, да, то есть фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь мы предлагаем наше решение в портативной ультразвуковой диагностике и помогаем, собственно, врачам оперативно на местах принимать какие-то решения и направлять пациента на более глубокую диагностику в другие региональные центры. Сейчас вы рассказали больше про оборудование, но Philips также является одним из лидеров в области цифровых технологий. Какие решения для цифровизации здравоохранения российского может предложить компания? Знаете, наверное, это такая, может быть, серьезная история для не только медицины, а вообще развития цифровых технологий и так называемое сейчас такое слово дигитализация. Наверное,
важный аспект в истории и программы именно нацпроекта здоровья. Для этого существует вообще отдельная программа, связанная с информационными решениями. И Philips заинтересован тоже предложить здесь вот этот континуум IT, да, который начинается с самого первичного момента, да, то есть когда мы можем удаленно мониторить состояние пациента, и на каждом этапе карточка вот этого пациента, карточка его состояния, его показателей, она должна мониториться там, либо лечащим врачом, либо наблюдающим врачом на каждом этапе. Поэтому, в принципе, Philips на каждом этапе предлагает IT-решение, которое позволяет, начиная с первичного этапа до самого финального, получить врачу полную информацию на пациента и мониторить его состояние. Поэтому по каждому направлению, по онкологии, да, то есть у нас есть решения, связанные именно с онкологическим мониторингом, кардиососудистые исследования, программы для отделения лучевой диагностики, ультразвуковой диагностики. Такие важные, наверное, направления сейчас узкоспециализированные, где требуется развитие и появление каких-то систем искусственного интеллекта, например, цифровая патоморфология. Да. Сейчас эта история лежит в плоскости, что работает врач, работает с биоматериалом, который получается там в результате биопсии. Его, собственно, мнение таких специалистов мало, ложится в основу дальнейшей методики лечения. Здесь важный момент является, что он может обрабатывать один материал, и вот это узкое горлышко возникает именно при работе с конкретным одним пациентом. Недостаточность специалистов велика в этой области, поэтому рассматриваются различные решения, которые позволяют увеличить поточность и вторым важным стандартизировать эти исследования. Поэтому система цифровой патоморфологии, которую мы предлагаем, она позволяет получить поточность метода, стандартизировать его, и врач в дальнейшем может опираться на подсказку той системы, которую выдала машина, да, или искусственный интеллект, и принять решение уже по дальнейшей диагностике, существенно сократив свое собственное время. Плюс важный момент, да, в текущей работе мнение двух врачей, так называемое второе мнение, дает индекс схожести, да, и этого исследования до порядка 85-90%. То есть два врача видят картинку одинаково на 90%. И сейчас те показатели, которые дает искусственный интеллект, он тоже соизмерим в этих цифрах. То есть на сегодняшний момент индекс схожести двух исследований для искусственного интеллекта составляет 82-86%. То есть это схоже с человеческим мнением, с человеческой визуализацией, как видит глаз врача. Поэтому идея развития технологии искусственного интеллекта, она лежит, конечно, в дальнейшей методологии развития именно IT-решений. Все-таки решений действительно очень много, да, но тем не менее в рамках страны, да, у страны есть бюджет. Есть бюджеты у регионов. Как доступны ли для регионов эти все решения, потому что все-таки, да, в субъектах страны финансирование, да, бюджет, который выделяется на здравоохранение, он все-таки немного лимитирован. Мы тоже прекрасно понимаем, что амбиции в нацпроекте здоровья очень большие, огромное количество субъектов федерации, огромное количество, собственно, разных нозологий, в которых планируется реализовать эту программу. Поэтому мы как компания рассматриваем несколько оптимальных дополнительных возможностей и решений. Это такое, как модернизация существующего оборудования, то есть есть возможность более, так скажем, малыми вложениями получить современное инновационное оборудование. Например, такое, как модернизация магнитно-резонансного томографа, который мог быть закуплен 5, 7, 8 лет назад. Сейчас может он получить второе дыхание, получив так называемый цифровой апгрейд, и система на перспективу ближайших 5-10 лет становится одной из самых топ и премиум, да, в текущем сегменте. Плюс мы активно предлагаем работу в инсталлированной базе, да, поиск так называемых программных апгрейдов, да, то есть каждый год выходят какие-то новые инновации, связанные с программным обеспечением. Это меньшее вливание, чем
так скажем, закупка нового оборудования, связанные с теми же ремонтными какими-то вещами. Вот. И, наверное, важный аспект – это финансовые условия. То есть мы работаем там в партнерстве с различными структурами, предлагаем финансовый лизинг. То есть это дает возможность региону получить максимальный объем оборудования в короткий срок, да, то есть либо регион будет каждый год закупать по кусочку, да, и пытаться реализовать программу там в течение нескольких лет, либо он может получить весь своп оборудования изначально и потом уже делать выплаты из бюджета в течение нескольких лет. То есть снижается нагрузка на бюджет? Существенно снижается нагрузка, и главное, это ускоряет очень процесс именно реализации программы, это не растягивает на года, да, а есть возможность получить всю потребность региона практически сразу. Вот говоря про технологии, да, новые технологии так или иначе, да, они связаны в любом случае с интернетом. И вот низкая скорость интернета может ли повлиять, ну, негативно на, вот, так сказать, на улучшение, да, на модернизацию? Но сейчас очень важный аспект, который компания учитывает в своей разработке. Мы понимаем доступность решений именно в удаленных регионах. Стараемся делать, чтобы максимально все решение обсчитывается и работает где-то в на сервере или в едином центре обработки информации. И принимать только минимальные, так скажем, битные решения со стороны регионов, поэтому скорость интернета становится не так критична для получения данных из регионов. Сбор идет минимальный, вся обработка происходит где-то в дата-центрах. Ну, в завершении нашей беседы, вот какие бы решения вы конкретно могли порекомендовать, предложить республике? Смотрите, здесь хочется, наверное, предложить самые инновационные решения, да, такие, как, например, буквально недавно мы получили регистрацию на нашу систему Verius. Это один из первых цифровых позитронно-эмиссионных томографов. Это решение связано с кардиоваскулярным вмешательством. Новые системы Azurion, наши ангиографы, которые помогут существенно, как я уже говорил ранее, снизить смертность от кардиососудистых заболеваний. И, наверное, опять же, как мы говорим, мы за инновационность, есть возможность сделать инновационные решения, такие как гибридные технологии, когда мы совмещаем, например, ангиографию, такую как малоинвазивную, и открытую хирургию. То есть такие решения позволяют республике выйти, наверное, на топ-премиум уровень и быть максимально, наверное, в тренде медицинского рынка, медицинской науки, медицинских технологий. Александр Александрович, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе. И напоминаю, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.